Здравствуйте, ребята! Сегодня будем проходить 12-й урок. Тема сегодняшнего урока – мир живой природы. Ознакомьтесь с загадками поэта Владимира Степанова. Какие слова помогли вам их отгадать? Серое перышко, золотое горлышко, соловей. Ключевые слова: золотое горлышко. То рыжая, то серая, а в лапках шишка спелая. Белка, в лапках шишка. Ключевые слова. Третье. Серая шейка, желтый носок. Плавает в речке, как поплавок. Утка, желтый носок. Четвертое. Известно с давних нам времен, что это птица-почтальон. Голубь. Птица-почтальон. Не сидит она на месте, на хвосте разносит вести. Сорока разносит вести. Врач лесного царства лечит без лекарства. Дятел. Врач лесного царства. Словосочетание «золотые часы» прилагательные обозначает сделанные из золота, а в словосочетании «золотые листья» это прилагательное обозначает цвет золота, то есть желтый. Почему одно и то же слово «золотой» в разных значениях? Вещи из золота желтого цвета, и листья похожи цветом на золото. Поэтому и стали желтые листья называть золотыми. Так у слова «золотой» наряду с прямым значением появилось переносное значение. Прямое значение – основное значение слова. Мышь – небольшой грызун с острой мордочкой, усиками и длинным хвостом. Переносное значение – вторичные значения слова, связанные по смыслу с прямым значением. Мышь компьютерная. Укажите, в каких примерах выделенные слова имеют переносное значение и в каких прямое. Составьте предложение с тремя словосочетаниями, в которых выделенные слова имеют переносное значение. Мягкий диван, мягкая зима, хмурый человек, хмурая погода, холодный воздух, холодный взгляд. Переносное значение: мягкая зима, хмурая погода, холодный взгляд. Теперь предложение. Ее холодный взгляд заставил его отступить. Мы надеялись на мягкую зиму, но наступили сильные морозы. Хмурая погода навевала грусть. Метафора – переносное значение слова, которое основано на скрытом сравнении, без слов, как будто, словно, одного предмета или явления с другим по сходству. Например, железные гвозди и железное здоровье. Здоровье может быть крепким, как железо, так как вещи из железа прочные и крепкие. Часто действия людей приписываются неживым предметам. Например, говорят, ветер уснул, то есть затих, перестал дуть. О ветре сказано как о человеке. Это олицетворение, вид метафоры. Какие действия человека приписываются в данных отрывках из стихотворений неодушевленным предметам? Как называется этот художественный прием? Прямое или переносное значение имеют слова, называющие эти действия. Назовите авторов стихотворения. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало. Короче, становился день. Пушкин. Тучи мрачно окутали весь небосвод. Это осень в дождях и туманах ползет. Кунанбаев, Абай Кунанбаев. Зима недаром злится, прошла ее пора. Весна в окно стучится и гонит со двора. Тютчев. Действия человека, приписываемые неодушевленным предметам. Небо дышало. Осень ползет, зима злится, весна стучится. Этот художественный прием называется олицетворением.
Упражнение 85. Сравните данные словосочетания. В каких из них качества, свойства, действия неодушевленных предметов перенесены на одушевленные, и наоборот, одушевленных на неодушевленные. Обоснуйте свой ответ. Железные нервы, золотые руки, пустая голова, ласковые лучи, рев водопада, говор волн. Качества, свойства действия неодушевленных перенесены на одушевленные. Железные нервы, золотые руки, пустая голова. И наоборот, ласковые лучи, рев водопада, говор волн. Спешите, обозначая существительные, употребленные в переносном значении. Укажите прямое значение слов. Докажите, что перенос значения основан на сходстве по форме и расположению в пространстве. Шляпка гриба, ножка гриба, хвостик моркови, носик чайника, ручка двери, спинка стула, голова поезда, хвост самолета. Переносное значение существительных. Выпишите существительные в переносном значении и укажите их прямое значение. Носик чайника, прямое значение, нос, часть лица. Ручка двери, прямое значение, рука, часть тела. Спинка стула, прямое значение, спина, часть тела. Голова поезда, прямое значение, голова, часть тела. Хвост самолета, прямое значение, хвост, часть тела животного. Докажите, что перенос значения основан на сходстве по форме и расположению в пространстве. Носик чайника напоминает нос по форме и выступающему положению. Ручка двери напоминает руку, за которую можно взяться, а также по форме и функциональному назначению. Спинка стула напоминает спину человека, который опирается на нее, а также по форме и расположению. Голова поезда – это передняя часть поезда, расположенная спереди, как голова у человека или животного. Хвост самолета – это задняя часть самолета, расположенная сзади, как хвост у животного. Прочитайте, выпишите примеры переноса значения по цвету, по назначению. По цвету – золотая осень, розовые мечты, серебряная роса, седой туман. По назначению – крыло самолета, дворник машины. Прочитайте рассказ. Выберите для его концовки одну из пословиц. Язык острее меча. Ласковым словом многого добьешься. Не спеши языком, спеши делом. Объясните значение выделенного словосочетания. Лада заболела. Чашка с молоком стояла возле ее носа. Она отвернулась. Позвали хозяина. Он погладил ее. От ласки жизнь заиграла в глазах собаки. Хозяин подвинул поближе блюдце с молоком. Ласково попросил выпить. Собака протянула нос к молоку и залакала. Значит, через ласку ей силы прибавилось. Эти несколько глотков молока спасли ей жизнь. Наиболее подходящая пословица для концовки рассказа «Ласковым словом многого добьешься». Выделенные словосочетания «жизнь заиграла в глазах собаки» – это означает, что собака, которая была слаба и апатична из-за болезни, после проявления ласки со стороны хозяина почувствовала прилив сил и энергии. В ее глазах снова появился блеск, характерный для здорового и жизнерадостного животного, что указывает на улучшение ее состояния и возвращение к жизни. Какое толкование выделенного слова соответствует его значению в этом тексте? Почему радуга семицветная? В каплях майского дождя засверкала чешуя семицветная, и над зеленью ракит в небе радуга горит самоцветами. Горит соответствует сверкать
блестеть. Почему радуга семицветная? Радуга является семицветной, потому что белый свет, проходя через капли воды в атмосфере, разлагается на спектре из 7 основных цветов. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. И это явление называется дисперсией цвета. Найдите в предложениях глаголы в прямом и переносном значениях. Какое действие они обозначают? Пришла весна, пригрело солнце, и старуха зима расплакалась. Осенний лес плакал, теряя свой наряд. Плачут, плачут сосульки под крышей. В потоках дождя купается земля. Огромная туча заслонила край неба и вдруг заплакала горючими обильными слезами. Сад купался в золотых лучах солнца. В прямом значении пришла, пригрела, теряя, заслонила. В переносном значении расплакалась, плакал, плачут, купается, заплакала, купался. Укажите верные или неверные ответы. Прямое значение – это основное значение слова. Верно. Прямое значение по-казахски ауыспалы мағына. Неверно. Переносное значение – это значение вторичное, образное, связанное по смыслу с прямым. Верно. В словосочетании «серебряная роса» прилагательное употреблено в прямом значении. Неверно. В художественных произведениях слова с переносным значением используются как выразительные средства. Верно. Прочитайте рассказ, объясните его название. О чем рассказал писатель? Как вы думаете, кто стал победителем? Как вы объясните название грибов? Найдите многозначные слова и объясните их значение. Лесные силачи. Ударила первая капля дождя, начались соревнования. Соревновались трое. Гриб-подосиновик, гриб-подберезовик и гриб-маховик. Первым выжимал весь подберезовик. Он поднял листик березы и улитку. Вторым номером был гриб-подосиновик. Он выжил 3 листка осины, сосновую шишку и маленького лягушонка. Маховик был третьим. Он расхвастался, раздвинул шляпкой мох, подлез под сучок и стал выжимать. Жал, не выжал. Победителем вышел подосиновик. Он гордо выпрямился, показав всем свою добычу. Подберезовик немного расстроился, но признал поражение, а маховик, смущенный своим хвастовством, тихонько спрятался под шляпкой. С тех пор подосиновик стал самым уважаемым грибом в лесу, а его сила стала легендой. Кто стал победителем? Победителем вышел подосиновик, так как он смог поднять наибольшее количество предметов, включая 3 листка осины, сосновую шишку и маленького лягушонка. Подберезовик поднял только листик березы и улитку, а маховик и вовсе ничего не смог поднять. Подосиновик получил свое название, потому что часто растет под осинами. Подберезовик назван так, потому что обычно встречается под березами. Маховик получил свое название, так как часто растет в мху. Многозначные слова выжимать. Составьте синквейн к слову радуга. Радуга. Красивая, яркая. Появляется, переливается, радует. Мост из 7 цветов на небе. Чудо. На сегодня все. До свидания.